Здесь место только истинной красоте и живой музыке. Яркие, красивые, национальные. Юные артисты с гордостью представили нашу республику на фестивале «Стильная осень-2022». Программа проходила в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народа в России. «Стильная осень-2022» собрала в Ставрополе представителей Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чеченской республики и Краснодарского края. Мероприятие приурочили ко Дню Ставропольского края. Показ запомнился и тем, что юные воспитанницы детского образцового хореографического ансамбля «Лик» продефилировали под звуки национальных инструментов. Сегодня во всех регионах Северного Кавказа есть прекрасные мастера костюмов. Их высокая квалификация, чувство гармонии и проверенные веками традиции создают свою индустрию моды. Национальный костюм – это история народа, заключенная в каждом завитке орнамента. Жемчужинами показа стали наши традиционные национальные наряды чукка и амазонок, ингушский национальный костюм. От древности до наших дней это уникальная коллекция, которая создана в студии по пошиву национальных костюмов в швейном цехе Государственного ансамбля народного танца Ингушетии. Каждый элемент наряда носит особый характер и свой смысл. Рассвет в горах, например, костюм такой красивый. На каждый танец разные костюмы и разные цвета. Например, мужские коричневые, женские одевают бежевый цвет. Если мужские черные, то одевают девушки белые, понимаешь? А вот если они одевают черные костюмы, вот эти даже красивые, то мужчины одевают белые черкесские. Организаторы показа представили возможность любительским и профессиональным студиям и театрам мод из соседних регионов продемонстрировать на подиуме аутентичные и стилизованные этноколлекции своих национальных костюмов. Яркое праздничное действо развернулось в самом центре Ставрополя, на специальной площадке перед Академическим театром драмы имени Лермонтова. Хочу сказать, само участие и вопрос о сохранении и популяризации национального костюма сегодня имеет очень большое значение. В нашем, да и в любом национальном костюме отражены философия, основополагающие принципы, я бы сказала, это эстетика, этика, в нем дух народа, его красота и философия. Ну и, естественно, география. А впереди не менее ответственное выступление. В скором времени у воспитанников Дома народного творчества и артистов Государственного ансамбля выездные гастроли. Пока всех нюансов не раскрывают. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.